Путешествие началось из города Челябинск. В дорогу мы вышли в полночь. 2 часа пересекали границу с Казахстаном. И примерно в 6 утра по местному времени были в городе Костанай. Мы находимся в Костанае. Валера нас встретил и привел к себе на работу. Тут вот такая вот красота. Весь офис такой уютный, классный. Есть такое уютное местечко. Уголок. Царевна лягушкой. Я иду к вам. Будем чай пить. Вот это 120, это сколько получается? 30 тысяч, что ли? Всем доброе костанайское утро. Привет, привет. Оксан, тебе чай, кофе? Чай, если можно. Валер, передай привет всем татарам мира. Потом передай. Я еще не проснулся утром. Вот так нас встретили. Чаем напоили, кофе напоили, Костанай отогрели. доброжелательный и гостеприимный. В лице Валера Кумирова, настоящего казахского татарина. Дорогие друзья, передаю всем привет, кто меня знает, кто не знает. Желаю вам удачи, счастья, чтобы в дороге вас приветствовало только нормальные гаишники, которые не берут взяток. Ну или если надо, то берут. Легкой дороги и веселых приключений вам. Выезжаем из Костаная. И что мы видим? Валера говорит, что у нас, говорит, нету снега, не было еще, вообще снега не было. Еще даже снежиночка даже не падала. Вот такой снег лежит на выезде из Костаная по пути в город Рудный. Впереди нас ждет Рудный. Едем через Рудный, и перед нами встает такая вот мечеть красивая. Это наш герой. Сереж, привет, передавай всем. Привет. Который называется Аят, да? О, нифига себе речка. Прям как Волга. Ну, не Волга, но местами Волга. И речище. Не река, а речище. Эх, название не знала. Аят. Привет! Ты кто? Что? Голодный, маленький такой. Вообще маленький. Ты кто? Собачка. Такое поле туманное. Охраняемое маленькой собачкой. Казахской. Здесь будет наш отдых на ближайшие пару часов. Впереди нас ждали дороги по бескрайним степям Казахстана до города Аральск, расположенным на берегу почти уже высохшего моря Арал. В пути мы были около 12 часов и проехали чуть больше 900 километров. Видео для тех, кто говорит, что в России
неплохие дороги. Какие облака красивые. Пушистые. Вот насколько многообразная погода в Казахстане. Сегодня мы повидали и зиму, и осень, снег с дождем, ветер. И вот сейчас мы едем такие по пустыне, как будто там солнышко светит. Вот такая прикольная дорога, необычная. А тут как будто вот пустыня. Будто бы пустыня. Но очень прикольно. И сейчас тут тепло, единственное чуть-чуть ветерок, но зато нету снега с дождем. Вот очень красиво. И небо такое вот необычное. Итак, вопрос на засыпку. Как вы думаете, что это? Вдалеке, белого цвета, среди пустынь. Сейчас говорю против ветра, поэтому, возможно, меня не слышно. Я стою на берегу какого-то озера, у которого вода, не вода, а какая-то как будто соль, что ли. Это действительно залежи соли. Местный житель сказал, что это болото, и что по весне на поверхности соли появляется вода. Вечерело. На небе не облачко. Такое чистое небо. Луна светит. Завтра, наверное, будет теплый день. Сулит сегодняшнее солнце. Мы приехали в Аральск. Очень странный город. Больше похож на деревню. Селились в гостинице, которая называется Арал. Мы не то что заселились, мы только вот приехали и занесли вещи в номер. Наш вот здесь. Маши. Это наш выглядит. Солнышко, иди, скажи. Вот так вот. Можно поспать, можно покушать. Кружки, да? Кружки. Кружки, да? Кружки. Кружки, да? Таким было наше первое знакомство с Казахстаном. Мы проехали города Кустанай, Рудный, переночевали в городе Аральск. Прошел первый день нашего путешествия. За нами оставалось 1300 километров. Всем доброе аральское утро. Мы спали целых 8 часов и выдвигаемся дальше. Тут реально пальмы, что ли, растут, понять не могу. Это и есть то место, куда нам надо. Почему мы здесь одни? Запах там, конечно, потому что как-то так.